низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Браво! Старшее поколение знает, что сегодня красный день календаря. Праздник, который имеет давнюю историю. Именно в день Октябрьской революции 74 года назад ушел в армию Николай Акимович Рочев. Заслуженный работник Коми СССР, награжденный орденом Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Германией, за победу над Японией, почетный ветеран города Сыктывкара. Николай Акимович, вам слово. Уважаемые товарищи, как мы знаем, шел 1941 год. Наш народ мирно работал на своих рабочих местах, но немецкие войска, вооружившись до зубов, покорившие все государства западные от Испании до Польши, готовились к войне с Советским Союзом. Конечно, наши правительства знали, что война начнется, но не знали, когда. У нас был заключен договор о ненападении в 1938 году. Несмотря на это, 22 июня 1941 года вероломно, без объявления войны, немецкие войска перешли границу Советского Союза. Их в числе было 5,5 миллионов солдат и офицеров, 5000 танков, 5000 орудий и минометов, 5000 самолетов. Такой силой они рванулись, что наши войска-то не могли удержать, безусловно, потому что они не готовы были принимать бой. Одновременно же вся страна поднялась на защиту Отечества. Из Коми Республики было призвано в армию 170 тысяч человек. Конечно, почти половина не вернулись, но они геройски воевали на защиту Отечества. В том числе и медицинские работники, медицинские сестры, которые ушли на фронт из Коми Республики. Они молодые еще были, понимаете, учились в техникуме, но одновременно же уходили на фронт, помогали. Без медицинских работников войну, конечно, мы много проиграли, но одновременно же, понимаете, они из поля боя вытаскивали, понимаете, тяжело раненых, понимаете, солдат, и они выживали. И вечная слава этим медицинским работникам Коми Республики, вот этот памятник, который, конечно, надо было строить уже давно, но все же это совершилось. Спасибо вам.